Хайырлы күннәр, добрый день. Біз Миколай фильмына бағышланған матбугат конференциясын башлыйбыз. Наша пресс-конференция посвящена фильме «Миколай». Мы будем вести на 2 государственных языках. Я представляю наших гостей. Файзрахманов Айрат Шамилевич, начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Республики Татарстан. Ильшат Рахимбай, режиссер и генеральный продюсер фильма «Миколай». Тагиров Рафик Рустамович, народный артист Республики Татарстан, актер, исполнитель роли Маркума в фильме «Миколай». Бірінші сұрау, Айрат Шамилевич, сізге. Сіз нендей мақсатлар бұл фильм алдында міне көресіз? Һәм как вы вот оцениваете творческую ценность фильма «Миколай»? Добрый день, уважаемые коллеги. Әлбәттә, бу безнең өчен көтелгән премьера. Һәм без бу фильмны уникаль тәҗрибә итеп саныйбыз. Гомумән киноиндустрия өчен. Мы считаем, что этот фильм является таким уникальным для киноиндустрии Республики Татарстан, уникальным опытом. Был задан вопрос о творческой составляющей. Естественно, это молодая команда, это интересный дебют Ильшата Рахимбая на всероссийской, если не более сказать, если не на международной арене прокатной. Для нас этот фильм – это возможность рассказать еще и о Татарстане, о кряшинской культуре, о татарах, о наших уникальных образах, традициях с помощью известных актеров, с помощью молодой творческой команды и с помощью такого кино высокого уровня. Ну, я несколько моментов еще скажу организационных. Министерство культуры участвует активно в организации премьеры этого фильма. 22 июня, как известно, фильм выходит в широкий прокат. До этого у нас 15 июня прокат фильма, 15 июня первый показ в Москве в кинотеатре «Октябрь», 19 июня в Санкт-Петербурге и 22 мы его покажем в Казани, где скажет Ильшат, тоже в Казань-Моле. Вот. И, естественно, это, если мы говорим о творческой составляющей, это настоящий психологический триллер. Такого еще точно не было, когда мы говорим о такой национальной культуре. Ну и это настоящая такая многослойная история, которую вызывает множество ассоциаций. Это визуальные образы напоминает такой хоррор. Здесь есть такие мотивы Энтони Хопкинса. Здесь есть здесь колоритные образы. Ну и, конечно, фоном выступает пейзажи деревни Сарсас Пестричинского района. На наш взгляд, говоря об Пестричинском районе, о Татарстане, нам кажется, что татарстанцы, вот мы немножко даже посмеялись, что татарстанцы должны пойти толпами на это кино, потому что это наша родина, которая показывается на широком экране, показывается в 109 кинотеатрах России, и россияне в разных регионах смогут увидеть такой уникальный фильм, как «Миколай». Һәм инде милли жанлылыгына килгәндә инде крашин ул мәдәнияте ул безнең татар мәдәниятенең бер өлеше булып тора. Һәм һичшиксез татар халкы өчен бу кино үзенә күрә бик мөһим адым булып тора һәм безнең милли мәдәниятебезне танытыра торган фильм булыр дип өметләнәбез. Һәм Ильшатка, аның командасына уңышлар теләп калабыз. Һәм үзебез дә шундый
находимся в ожидании такого чуда, в ожидании творческого чуда, что люди проникнутся идеями этого фильма, и это будет прорывом для нас, для татарстанской культуры. Спасибо. Рахмат, спасибо. Ильшат, а вот как кинотеатры оценили перспективы фильма? И какие вы получили отзывы? Значит, на данный момент всем здравствуйте, всех приветствую, спасибо, что пришли поддержать нас, потому что на данный момент, как и вообще в любой момент создания этого фильма, поддержка для нас очень важна, так как не устану повторять, что фильм все-таки снимается не по заказу, это вот наш такой первый трудный ребенок, роды которого мы сейчас принимаем. Вместе с вами будем принимать роды вот вплоть до конца, наверное, проката. Прокатчиком фильма выступает кинокомпания «Киноарт Про». Это московская кинокомпания, которая специализируется на таких художественных, артовых, интересных фильмах со всего мира. И они заинтересовались, они увидели огромный потенциал в нашем фильме. Ну, можно сказать, сразу влюбились, они признались, что они сразу влюбились в материал, активно подключились к продвижению по своим каналам. И вот буквально на той неделе, 8 июня, у нас был показ для сетей, для основных киносетей России, где люди смотрели, выбирали для своих кинотеатров, где это можно показывать, кому это может понравиться, кому это может не понравиться. И на данный момент у нас роспись на 109 кинотеатров по России. Это очень, очень разные города, 21, по-моему, кинотеатр у нас в Москве. Ну, то есть основные площадки – это, конечно, Казань, Москва, Петербург, Калининград, Тюмень, Новосибирск. Этот список можно будет там посмотреть на сайте. Но самое интересное, что роспись будет идти еще вплоть до начала проката, то есть до 22 июня. Это основной список, то есть на самом деле, где мы показываемся, будет известно 22 июня. Это то, что касается прокатчика. Они активно подключаются сейчас к продвижению, то есть уже идет трейлеринг в кинотеатрах, перед фильмами идет трейлер Микулая. Я предлагаю трейлер посмотреть, возможно, кто-то его видел, но мы его чутка обновили, чутка освежили, добавили партнеров, которые нам помогают. Предлагаю посмотреть трейлер. Не подскажете? Я деревню ищу, Сарсаскуль. Вот здесь мои родители живут. Твои бабушка и дедушка. Мама! Папа! Я сюда приехал, чтобы тебя отсюда забрать. Это хочешь меня вывезти, сынок? Нет, семья. Что еще нужно для счастья? Я хочу, чтобы ты его выпроводил отсюда. Они ж как дети. Я им нужен. Ты мне нужен. Читай. Папа очень сильно любил меня. Что это за место? Зачем меня запер? Николай, Паклевана Санфиста. Не надо было к ней ходить. Здесь нет жизни. Ломайте забор! Костер! Хорошо, я поеду с тобой. Только дай я со всеми попрощаюсь. Вот такой трейлер. У нас еще был второй вариант, но мы решили выйти с этим трейлером. Чутка изменили постер. И у нас был раньше, если кто помнит, постер, где лицо Сухорукова, ну, такое раздвижное лицо Сухорукова. Но вот мы поговорили с нашими маркетологами, с людьми, которые вот подключились к проекту, к его продвижению, и подумали, что лучше лицо Сухорукова пусть будет узнаваемым, и
ну, это на самом деле центральный персонаж нашего фильма, главный герой, узнаваемое лицо, и с этой точки зрения вот мы оставили его лицо таким чистым, в нем есть достаточно напряжения, достаточно драмы, и, ну, то есть человек, который смотрит, он за что-то зацепляется. Вот у нас также есть партнер в лице компании, кинокомпании Sunlux. Это цифровые права по результатам того, как у нас пройдет прокат, к чему, ну, какого числа кинотеатров мы достигнем, ну, насколько широкий будет охват, от этого будет зависеть, на какой цифровой площадке уже фильм будет выходить. Цифровой релиз будет в конце июля, уже практически после прокатного периода. Вкратце вот так. Я от вопроса ушел или не ушел еще? Или ухожу потихонечку? Небольшая история еще про постер. Можно? Да, в постере вот, Ильшат подскромничал и сначала не хотел указывать свою фамилию. Вот, и мы попросили, уговорили Ильшата. Как бы, ну, кто знает Ильшата Рахимбая, сказал Ильшат. Ильшата знает в Татарстане, Ильшата любит в Татарстане, поэтому для нас как бы тоже важно и принципиально присутствует здесь фамилия режиссера в этом постере, который расходится, конечно же, по всей России. То есть не только мы надеемся, что в дальнейшем не только Сухоруков вот станет таким визитной карточкой вот этого фильма «Микулай». Может быть, дальше, в дальнейшем какие-то у нас фильмы еще с ним появятся. Но Ильшат станет такой визитной карточкой татарстанской киноиндустрии на международной российской арене. Ну, мы очень сильно верим в Ильшата, в его звезду. Спасибо. Спасибо. Ну, это уж я хотел убрать, на самом деле, потому что это связано с тем, что ну, я уже давно фильм там не считаю там лично своим, я всегда говорю, это наш фильм, потому что очень много людей, на самом деле, подключено там к эгрегору этого фильма, да, и они продолжают подключаться. Взять тот же краудфандинговый проект, когда у нас были трудные времена, ну, трудные, там, не трудные, но такие, путь, который мы должны были пройти, мы прошли там со всем Татарстаном практически. У нас была краудфандинговая компания, где очень много людей нам помогали продержаться, доделать этот фильм. И на самом деле это вот случилось благодаря огромному количеству людей в команде, вне команды, людей заинтересованных, людей, которые нас поддерживали. И вот этот фильм айталар бит инде Татарстанда вот есть как некая разрозненность, батыру, вот это вот, если кімдір халқы башлый, как бы батырып түшірәләр, да, вот я не почувствовал. Я почувствовал ровно обратный эффект. То есть мы делали хороший продукт, верили в него, верили в людей, и люди поверили в нас. С этой точки зрения Татарстан очень тепло поверил, поддержал, и поэтому, мне кажется, все будет хорошо. Ильшат, а вот как вам удалось привлечь Виктора Сухорукова? Кто Это, вел переговор? наверное, есть рейтинг там, самых популярных вопросов. Этот вопрос, конечно же, на первом месте. Его задают всегда. Случилось все намного проще, чем мы предполагали, на самом деле. Как я прочитал там первый вариант пьесы Мансура Гилязова. Мансур Гилязов мне отправил пьесу, почитайте, это пьеса «Микулай», да? Как только я прочитал, я понял, что эта история абсолютно не местного уровня, не регионального. То есть это общемировая, как минимум там федеральная история, которая должна быть рассказана только на том уровне. На остальных уровнях его просто не надо снимать, лучше дождаться той волны, которая вот это все подхватит. И у меня в голове образ Сухорукова, который единственный актер, который может сыграть роль Микулая, и он меня никогда не отходил. И я даже никого не представлял в этой роли. И мы просто нашли самый ближайший контакт. Это Ильдар Игафаров, председатель Союза кинематографистов. Он учился вместе с Владимиром Владимировичем, кем бы вы подумали, Вдовиченковым. А Владимир Владимирович, он дружит с Иваном Викторовичем.
Ой, с Виктором Ивановичем, да, извините. И он ему позвонил, скинул сценарий, он прочитал, и практически через неделю он просто перезвонил. Так как Виктор Иванович очень простой человек, у него нет ни агентов, ни юристов, он такой вот такой полумонах, полугений, полуактер такой. Он прочитал, через неделю позвонил, сказал, что у него давно не было таких ролей, он давно не видел такого материала, и ему было реально интересно поработать с нами, несмотря на все риски, связанные с нами, конечно, потому что я дебютант, команда дебютирует, мы не понимаем, как это делать абсолютно. То есть я сейчас могу открыто признаться, тогда я тоже, то есть признавался в этом. То есть это для нас первый шаг. Мы вообще не представляли, как это делается, как работается с такими актерами. И почему-то не было волнения. То есть я сейчас понимаю, какой мы путь прошли, какую работу проделали, и мне становится так страшненько, типа, смог бы ли я это повторить, да? Я слушаю эти истории, как люди работали с Виктором Ивановичем на других проектах, как его уговаривали, как он отказывал очень многим. А для меня это было тогда, в норме вещей. Вот так происходит моя жизнь, наш первый фильм, и как-то... Я не знаю, как это случилось. Сейчас вот это все кажется очень волнительным. И после того, как он подключился, он дал согласие принципиальное, что он участвует в этом фильме. Все пошло вообще уже на других скоростях. Я предлагаю посмотреть его обращение Виктора Ивановича по поводу фильма. Здравствуйте, дорогие друзья. Татарстан, я приветствую тебя. Я кланяюсь твоему народу. Здравствуйте, граждане и гости уникального города Казань. Но это все реверансы. Сейчас я хочу сказать несколько слов в поддержку уникального, на мой взгляд, кинопроекта под названием «Микулай», куда меня Ильшат Рахимбай, режиссер, автор этой истории, пригласил на одну из главных ролей. Не буду скрывать, многих от себя отодвинул, разогнал, чтобы принять участие в этом фильме. Это история татарская, это история начала, возможно, начала создания какой-то своей киноимперии в Татарстане. Давайте будем вместе строить кинокомпанию в Казани. Видите, Сахаров? Он такой очень искренний, очень глубокий, невероятно профессиональный человек, который, конечно, внес огромную лепту в кинокартину. Те, кто видел фильм, те, кому посчастливилось увидеть фильм, они, конечно, в восторге от его игры, как он смог это все прожить. И для нас это такой подарок, огромный подарок свыше, что вот так случилось, что он согласился на эту роль. И вот когда он согласился, уже другие движения пошли намного быстрее, другие актеры уже соглашались на автомате, потому что мы говорили, у нас психологический триллер с Виктором Сухоруковым. Не хотите сыграть? И все, конечно, для них тоже честь там сыграть в пару с Виктором Ивановичем. Вот так это случилось. Спасибо. Рафик Рустамович, вот вы играете Микулая на сцене Альметьевского театра несколько лет уже. Вам не обидно, что не вам предложили главную роль? Здравствуйте. Нет, не обидно, потому что татарское кино должно продвигаться. Мы это давно ждали. Һәм безнең инде Ильшат и шушы эшне алып бара. Әлбәттә, Рәсәй киңлегенә чыгар өчен, что выйти на уровень России, нужны вот такие великолепные актеры. Алар танылган, алар кеше күз алдында, алар көчлеләр. Шуңа күрә, әле минем үзем шушы фильмга чакырылгач, мәркүм ролендә булса да, минем өчен бик зур шатлык һәм ниндидер
жауаплылык табылды әле ул. Һәм рәхмәт Илшатка, рәхмәт командага. Чынлап та гаҗәп фильм икәнлеген чамалыйм. Мин әле аны күрмәдем. Менә ул әлбәттә күрсәтелде, ләкин минем спектаклем булды. Монда Казанда да булган, анысы бит инде ябык. Һәм мин аны бик дулкынланып, һәм бик ышанып көтәм, чөнки команданың шулай эшләве. Менә ул Виктор Ивановичның шул кадәр гадилеге, бөтен җигәрен, бөтен көчен биреп, бөтен әйберне теге паровоз кебек сүйрәп барып, ышандырып, нитеп, без бит инде кинога бәк артык күп кысылган артистлар түгел, безнең өчен ул барыбер ниндидер авыр әйбер. Ләкин төрле яклап шушы ярдәм белән, шушы ышаныч белән бу кино, по-моему, үзенең уңышын табар, һәм ул килеп чыкты дип беләм, аңлыйм мин аны. Тоям гына әле мин аны күргәнем юк. Рафик абый сыграл... Киттем бугайым сораудан. Yok, da. Микулай, әсәр язылгач та Мансурның, ул әсәр чыккач та, менә безнең Рүзәйләбез аркасындадыр инде ул, килеп эләкте безнең театрга, һәм фестивальгә Грозныйга бара идек без. Федерация фестиваленә шунда тәкъдим ителде дә, директорыбыз Фәрдә Бәгисовна әйтә, Рафик, ничек карыйсың бу әсәргә? Мин әйтәм, 70% без бит инде ул, мин әйтәм, мин дидем әле мин аны оялмыйча. Ничектер шулай. Бу әсәр ябышып калды. Хакасиядан Санкт-Петербургта укып чыккан Марат Шибур деген режиссер белән без аны Әлмәт театрында 20-нче елга чыгардык бугай, 19-га шунда хәтерләмим дә инде. Уңышлы спектакль. Кино белән әлбәттә абсолютно бик зур аерымлыклар икәнен мин аны чамалыйм, чөнки Мансурның әсәре ул чиста җирлектә, ялгызлык, хыял һәм гомумән кешелекнең бик күп проблемаларын күтәрә торган, бик тирән фәлсәфи, ләкин чиста бик милли, татар җанлы, керәшен җанлы, бәлки Рәсәйдә яшәүче күп милләтләрнең гомумән кешелекнең җанын үзенә җыйган шушындый образдыр, аны чуваш итеп тә була, аны хакас итеп тә була, хакасларда да куйдылар аны. Дөньяви материал һәм аның менә шушындый әсәрләр булганда, әлбәттә, киноиндустрияга алар эләгәләр. Һәм татарда шушындый әйберләр күбрәк булсын, язылсын иде дигән өмет, теләк бар инде ул. Шул нәрсәдер бу таба тордым име? Рахмәт. Рәхмәт. Микола, хәзер Рафик абый вот сыграл 140-летнего деда. 140 яшьлек бабайны уйнады. Если что, он там бер кадрда бар. Перейдем к вопросам. Әйе? Әсілә Мөхәммәтова. Беренче сорау Илшатка. Ну, рейтинг буенча икенче сорау шулдыр инде. Тыган күпме бурычын калды һәм кемнәргә әле түләмәгән бурычын калды. Шул сорауның икенче авторлык хокуклары кемдә? Һәм гомумән менә шушы проекттан син нинди акыл белән чыктың, нинди фәлсәфә белән? Менә икенче сорауга безгә пресс-конференцияны 1-2 көнгә берәр урманга чыгып палаткалар белән утырып сөйләшә торган шундыйрак артык тирән сорау, чөнки бу минем яшьлекне алган 3 ел яшьлекне алган проект. Һәм мин аңа инде аңлап кердем шундый тирәнлек белән һәм минем белән булган үзгәрешләр алар санап бетерә торган түгел. Мин чыннан да үземне теге ниндидер олылайдым дип саныйм. Теге 35 яшькә хәлек үтә алмаган олылаю инициациясын менә үтеп булды бугай. Үтеп барабыз инде менә хәзер. Куркулар аша, җаваплылык аша, моңарчы алырга курыккан җаваплылыкны монда алырга туры килде.
теге барсы да майдаңына үтте дип теге рәхәт кенә үтеп китте дип әйтеп булмый, әмма теге авыр катлаулы чара булгач, мин аның шундый буласын аңлап кердем. Һәм мин бик рәхмәтле бу проектка. Гомумән бүтән төрле аң дәрәҗәсендә ул мине күтәрде. Һәм мин бик ышанып калам, безнең белән бергә эшләгән, безнең командада булган бүтән кешеләргә дә шундый йогынты булды дип. Һәм инде киләчәк булнарга менә мин ишетәм, яшьләр арасында, яшь кино яшьләр арасында менә Татарстанда шундый кино төшерелә ала, һәм шундый проект була ала, аның өчен бер кайда Мәскәүгә качып китәргә кирәкми. Һәм шундый фикерләр яшьләрнең башларына керә башласа, бу безнең тагын бер зур максатыбыз. Ансы бик тирән кызыклы сорау. Беренче сорау тоже рейтинг буенча бик популяр сорауларның берсе. Әлегә безнең капланып бетмәгән бурычлар бар. Аларның инде төгәл суммасын сезнең йөрәгегезне авырттырып, үземнең йөрәгемне авырттырып әйтеп тормыйм. Әмма алар хайран һәм әмма аларның плюсы бар, ул безнең теге якын тирә, теге туган ише, әти, әни, сценаристлар, продюсерлар, именно хәзер проектны шундый зур федераль уровеньга чыгарасы кешеләр алдында җыела торган бурычлар, әмма мин ышанам, что менә булай дөрес итеп мин баштан ук шундый максат куйдым, теге производствода булган акчаны кисеп атып, бүлеп, тагып куеп, шулай итеп эшли торган проект түгел. Дөрес итеп менә без фильмны төшердек, фильмны хәзер сатабыз, фильмны саткан акчаны бүлешәбез. Шундый дөрес итеп ясау, ул авыр юл, әлбәттә, мин аңлыйм, ул бик авыр юл, әмма ул дөрес юл. Әмма без үзебезгә хыянат итмичә шул юлдан бара алсак, миңа калса, Аллаһ Тәгалә безгә көч бирер. Автор хукуклары барсы да миндә, Аллаһка шөкер, чөнки алай булмаса фильмны төшереп булмый. Безнең бит әле теге Министерство культуры белән, Татарстан мәдәният министрлыгы белән эшиткән бар, һәм Россия культурасы мәдәният министры белән безнең бар кичкенә генә грант, анда хукуклар бер компанияда булырга тиеш, ул Жанли фильм дигән минем шәхсән кинокомпаниям, вот уртада тора логотипы. Вот, сезнең сорауларга шулай. Рәхмәт. Спасибо. Есть вопросы, коллеги? Сұрауны берейін. Сұрау Рафикка. Мин бу фильмны караган, шушында бәлки бердән бер кешедер әйеме, журналистлар арасында, мин аны шураклы гына карадым. Искиткеч фильм. Мында Рафик үзе бик скромный әйтсә дә, аның бик скромный гына роль түгел, ул чынлап та зур роль аның, һәм бик әһәмиятле роль. Рафик, син үзең менә бу фильмга нәрсә керттең? Синең бу ул фильмда татарча сөйләшүең бу синең үз идеяң булдымы, әллә сиңа Илшат шулай баштан ук шулай куелдымы? Гомумән синең менә бу фильмга керткән өлешең. Ничек булды ул? Спойлерларсыз, мин каршы. Былай булды. Барыбер безнең урыс теле татар артистының аксы бит инде ул, ләкин бу фильмда 140 яшьлек Крашин мәрхүм акцент белән сөйләшсә дә бер сүз үтәлергә мен ничектер әкрен генә Илшатка килдем дә, син бит татар җанлы җегет, мин әйтәм, әйдә әле татарча бер мәрхүм булса да сөйләшсен әле дигәч, ул аны һичшиксез бер сүзсез кабул итте, әйбәт идея бу, Рафик абый диде бугай, һәм ничектер мин татарча уйнап, Виктор Иванович белән репетировать итәбез, соңгы репликаларны әйтәм тегеңә, мин әйтәм, монда как-нибудь былай төртөрмен, былай нейтермен, әйдә син җавап бир дип, шушылай итеп җиңеп чыктык. Һәм тамам әтиләре, әниләре дә һәм ниләр дә анда татарча сөйләшкәләгән булганнар, чөнки рәсем дөньясына барыбер татар теле ничектер ишетелергә, яңгырарга тиеш кебек тоелды миңа. Шул Ул сәхнәдә Виктор Иванович та татарча уйнарга тиеш дөресен әйткән. Без аны бик зак уговаривали. Кайбер сәхнәләрен татарча уйнарга, но ул бик катгый, теге аның шундый
тәжірибесі болған, бик оңышсыз тәжірибесі, қайдыр Өзбекстандамы. Теге бүтән телдә уйнаганда, аның бүтін актер ние коелып төшә. Бүтін фактурасы, шуның өчен ул баш тартты, алдан ук әйтеп куям, алай булмый дип инде. Вот. Кандай хәлләр? Хватит? Да, пожалуйста. Газета «Сурат», Татьяна Васильева. Я помню, в прошлом году в Казанском кинофестивале Мигулай не участвовал. Это было связано с участием в Московском фестивале. Но в то же время у вас было желание, на пресс-конференции вы говорили об этом, участие фильма во многих фестивалях, международных в том числе. Как это осуществляется? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, мировая премьера, так называется, мировая премьера фильма состоялась на Московском кинофестивале 1 сентября прошлого года. После этого, то есть после того, как берут фильм на большой кинофестиваль на уровне вот московского, на других фестивалях уже ты участвовать не можешь. До этого у нас была интересная история, что фильм еще вот к марту, когда у нас был готова черновая сборка фильма, ну, то есть был фильм готов, потом мы его дорабатывали, его успели взять, по-моему, на 5 международных кинофестивалей там, уровня Венеции, там Локарно, Сан-Себастьян, Торонто и вот еще 2, Ханое во Вьетнаме. Но в связи с тем, что вот начались как бы санкции и новые взаимоотношения там, западного мира с Россией, фильм сняли с конкурса. То есть был такой момент. Потом мы подумали, что мы, да, будем выходить на Московском кинофестивале. Мы премировались, это было лучшее решение, потому что на самом деле это была громкая, хорошая премьера. Это могут подтвердить те зрители с кинотеатра художественные, которые выходили из зала. Это был полный зал слез, долгое и очень глубокое обсуждение. И очень много людей, кто был в зале, ну, не все же с фестиваля попадают на показы, но вот те, кто был на зале, очень многие из них говорят, что это был лучший фильм фестиваля. Хотя приз фильму не дали на фестивале, но он явно остался в сердцах зрителей, что, конечно же, очень важно, намного важнее для нас. А после этого у нас было еще, наверное, порядка 10 фестивалей, премий, среди которых был «Сталкер», один из известнейших авторских фестивалей. Вот у нас в рамках него сейчас по России тоже будет показ там в Екатеринбурге 20 июня. У нас 2 большие победы в Турции, в Халикарнасовский фестиваль и Best Istanbul Film Festival. Мы там взяли приз за лучший дебют, то есть за лучший фильм. У нас есть приз гильдии кинокритиков и кинорежиссеров за лучшего художника, за лучшего актера. Еще есть пару более мелких фестивалей, как Эзотерик фильм называется фестиваль. Мы тоже там взяли лучший фильм. То есть у нас есть несколько таких крупных наград, где мы взяли или лучший фильм, или брали лучшего актера, лучшего художника. В общем, фильм был оценен на этом этапе. Но так как мы сейчас уже там хотим выстроить диалог со зрителем и понимаем, что у нас есть потенциал, что мы можем просмотренный зрителям, я это понимаю, потому что фильм, он хоть и авторский, но он не артхаусный, он не сложный для восприятия. Да, там есть многослойность, там нужно погрузиться в эту атмосферу, но мы все, что смогли, сделали для того, чтобы это было интересно зрителю. Поэтому, собственно, вот его берут в прокат, поэтому мы выходим. Если он был слишком авторский, у нас, наверное, этот путь до конца не получилось бы пройти. Вот. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Вильданова Камила, «Вечерняя Казань». Как реагировали местные жители на съемку? Про это можно было бы снять отдельный фильм, на самом деле, потому что мы снимали в деревне, где
живут около 10 бабушек. Ну, то есть деревня уже такая уходящая, так скажем, из вот какого-то параллельной реальности, где люди живут вне цивилизации, можно сказать. И просто эти люди, как у нас начинали съемки, со всех улиц собирались со своими зонтами на случай, если будет дождь, со своими стульями, садились в место, где у нас будет съемка, и вот весь день садились, смотрели, как это у нас происходит, с удивлением, с любовью, и мы понимаем, что в этой деревне, ну, такой активной жизни, наверное, такой движухи не было давно, и для них это был в чистом виде праздник. Праздник жизни, праздник кино, и как бы команда у нас хорошая собралась, очень такая светлая, добрая, и мы выстроили отношения, они нам готовили пирожки, дали нам дома, разрешили перекрасить свои заборы, разрешили перекрасить там внутри домов вот эти декорации. Разрешили все. Это, в общем, мечта продюсера. Вот мы приехали в деревню, сказали, все, что хотите, вот все, и поможем, и берите, только снимайте, только рассказывайте. И это было сделано с такой искренней любовью, что они зарядили наш фильм. И самое интересное, что это была Кряшинская деревня, то есть у нас фильм снимается в Кряшинской деревне, и они очень сильно помогали по тому, как проговариваются какие-то слова, как произносятся какие-то имена. То есть была такая еще консультативная работа от прямого источника, да, то есть от жителей, самых настоящих коренных жителей, коренного народа. И с этой точки зрения это была такая и помощь, и любовь, и поддержка, и благословление. Ну, и этих всех людей, наверное, на всю жизнь запомнил. Насколько они светлые, насколько они дружелюбные, как они нас встречали, как мы не хотели расставаться. И мы им всех пригласили на премьеру в Пестричинском районе, в деревне Пестрецы, еще в декабре, потому что это самые главные наши зрители, да, эти бабушки, люди, жители, которые участвовали, там, Кряшинский ансамбль, там, с этой же деревни, там, соседней деревни, все они там снимались, конечно. Мы им всем показали, мы очень долго обсуждали фильм, им так понравилось. Мы волновались, то, что какие-то моменты в фильме на самом деле могут их или предостеречь, или ну, как-то что-то им не понравится. Был такой момент, потому что ну, фильм он авторский, молодежный, ну, это не этнографическая зарисовка, да, мы понимаем, то есть художественный фильм. Но, на удивление, все было принято, в семьях было все понято, даже в некоторых моментах более глубже, чем мы предполагали. Поэтому вот от них есть такое благословение, на самом деле, даже они уже после просмотра. Спасибо. Да. А происходили ли какие-то мистические вещи во время съемок? Наверное, здесь будет правильный вопрос. Не происходили ли, ну, то есть переставали ли они происходить когда-нибудь на съемках? Ну, с самого начала весь фильм, он и как сам жанр фильма, наверное, и то, как у меня в жизни обычно происходят проекты, это сплошная мистика, я начинаю к этому привыкать как к норме, но если начинать там людям рассказывать, это всегда, конечно, ну, вызывает некое удивление, но то, как складывалось вообще все, я же говорю, об этом фильме можно говорить очень много днями, там, я не знаю, неделями, наверное. Но то, как происходила погода, то, как собрались эти люди там в эти 16 дней съемок, да, то, как мы находили одежду, то, как дописывался сценарий, то, как находился тот, кто помогал там, когда уже не было какой-то надежды. Это весь фильм соткан из вот каких-то событий, вещей, которые ну, вполне могли не произойти, конечно же. И фильм, в принципе, съемка может сорваться в любой момент. То есть съемка фильма для меня, особенно когда нет денег, ну, то есть и когда у тебя есть деньги, много денег, у тебя есть ниточки, которые ты можешь контролировать, да? То есть поставить там дополнительное там, оборудование, поставить дополнительных людей, привести не один кран, если там что-то сломается, привести 2 крана.
Потому что когда у тебя этого нет, все у тебя висит вот реально на... Ты уповаешь, так скажем, на Бога, вот веришь, что все случится, потому что ты вот делаешь все правильно. И вот в нашем случае это был тот самый момент, когда у нас все было на этом построено, то, что мы верили, что мы все делаем правильно, что мы делаем что-то хорошее, мы строим храм, а не просто таскаем камни, да? И, и так и все случалось, как мы верили. То, как актеры все согласились, то, как они сыграли, то, как Юра Данилов, оператор, да, появился, человек, который снимает там по 40 часов в сутки, там 50 у него дней в месяц, и вот он, не покладая рук, там работает с Моргенштерном, с Егором Кридом, там, с Тимати, и это человек, которого невозможно никуда вообще вытащить, у него на год расписано. И вот мы случайно созвонились, понимаем, что он устал от таких коммерческих съемок. Я очень хотел что-то художественное для души, и мы его вытаскиваем на целый месяц. То есть это вот, например, это чудо, которое, возможно, никто не может понять, но те, кто в индустрии, определенно понимают, что вытащить Юру Данилова на месяц, это из разряда чуда на самом деле, при этом там не имея там денег, да. И вот до сих пор как бы и сейчас я тоже привыкаю, что вот подключились какие-то крупнейшие партнеры, да, в лице ВКонтакте, огромной, да, компании, в лице там Таврида Арт, проект от Росмолодежи, компании, которые будут вот, цифровыми правами заниматься, там, кинотеатральными правами, Enter, крупнейшая там казанская наша компания, которая нас будет поддерживать во всех регионах. Это люди, которые вот появляются в каком-то пространстве фильма, и мы только успеваем просто вот следить, насколько мы создали интересную вот эту ауру фильма, которая притягивает людей, притягивает какие-то идеи, притягивает события, и сама по себе хочет родиться. Ну, я вот как продюсер, как режиссер, там, не называя себя там автором, да, единоличным, я просто слежу за тем, как это все развивается, и это вот, созерцаю какие-то на самом деле роды. То есть у меня в голове вот так это происходит. Это то есть не рассчитанная, не просчитанная какая-то вот не коммерческая история, а какая-то более волшебная в голове. С этой точки зрения это сплошная мистика для меня. В моей жизни я созерцаю какое-то чудо. И поэтому я очень хочу поделиться этим со всеми, этим продуктом, который получается. Спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Два слова, да, сказать конечно. еще. И для Татарстана в целом это уникальный опыт в плане продвижения. И надеемся, вот, что Ильшат как бы протоптал такую тропу, по которой пойдут уже остальные фильмы, смогут тоже выходить на этот уровень. На самом деле, то есть такого опыта у кинематографии Татарстана еще не было. То есть вот выхода на 109 кинотеатров, на все российское, так скажем, кинопространство. Мы очень ждем, что это будет такой действительно прорыв для татарстанского кинематографа. Еще раз хотел это подчеркнуть. Аминь. Аминь. Ильшат, а местные жители принимали участие в фильме «Мостовка», может быть? Да, конечно, вот я повторюсь, то есть все местные жители, где мы снимали, они практически все снимались в сценах. У нас там есть массовые сцены, то есть деревенские жители, застолье, свадьба. И все они были там, из соседних деревень, соседних каряшинских деревень. У нас целые ансамбли бабушек и молодых приезжали. Также у нас проходил кастинг в Пестрецах, то есть есть жители Пестречинского района, которые приезжали, участвовали. От там 3-месячных детей до 90-летних бабушек, дедушек, такой весь спектр у нас участвовал в фильме. Да, Пестрецам огромный, конечно, огромный. То есть тут благодарности можно на самом деле перечислять, но, конечно, Пестрецы, которые поддержали съемки, которые нас приютили, кормили. Ильхам Кашапов, да, глава Пестрецов, который нас радужно принял, помочь организовать. Азат Фазулдянов, да, который был с нами постоянно, всегда, помогал строить, помогал нас кормить, помогал договариваться.
Василия, дядя Василия, который глава вот деревни Талкиас, где мы снимали. Это вот, ну, те самые настоящие искренние продюсеры, которые сделали, конечно, огромный вклад. Э, И таких людей очень много, очень много. Сұрау? Сел. Менә бу спонсорларга ярдәм иткән кешеләргә, ярдәм итмәгән кешеләргә Керәшен җәмгыятенә ниндидер алар өчен бер презентация булачакмы ул? Ярдәм иткән һәм ярдәм итмәгән кешеләр өчен. Ну, безнең беренчедән менә фильмда төшкән һәм Питрәч халкы өчен иң төп менә безгә булышкан кешеләрнең шунда эшләгән кешеләр өчен без ясадык премьер ясадык Питрәчтә. Без ул декабрьдә инде аны яптык, чөнки анда кайбер фильмда төшкән безнең апалар инде китә башлады безнең дөньядан. Шуңа без ашыгып аларга күрсәттек иртәрәк. 22 июньдә безнең краудфандингта безгә булышкан кешеләр өчен бөтен билет сатып алган. Безнең бит инде фильмга билетлар сатылып алынган. Алар өчен фильмда теге матди ярдәм күрсәткән өчен, организация ягыннан ярдәм күрсәткән өчен Министерство культуры һәм дуслар команда өчен без матур итеп презентация ясыйбыз 22 июньдә Казан шәһәре ТРЦ Казань Молл Киномакс кинотеатры 3-нче хатта булачак зур презентация. Әмма ул әле безнең ябык, әлбәттә. То есть анда бөтен кешене без кертә алмыйбыз. Менә ул безнең бу ярдәм иткән кешеләр өчен матур шундый бер чара булып узачак 22 июньдә һәм шулай 23 июньдә аерым теге спецпоказ буларак ТРЦ Республика анда Cinema 5 кинотеатрында команда белән очрашып, фильм турында сөйләшеп, безнең булачак шундый тоже спецпоказ. Ярдәм итергә теләп тә ярдәм итми калган кешеләргә әле өмет бармы? Алар фильмны караганнан соң ярдәм итерләр бәлки дип. Без аларның барсын да чакырабыз. Инде монда Аллаһу әгълам дип әйтәләр, теге на все воля Божья. Ничек, әлбәттә без теләр идек кемнәрнеңдер фамилиялары кирип калсын фильмга, фильм тарихына, аларның исемнәре бу фильмга керсә дөрес булыр иде дип мин инде баштан ук алар белән сөйләштем, уртада сөйләштем, хәзер дә сөйләшәм. Әмма ничек барып чыга, теге без ышанабыз фильм, теге үзе белә күбрәк, миннән күбрәк белә ул фильм. Ничек ул тели, кемне үзе эченә кертергә тели, кемне кертергә теләми. Фильм больше знает, кого он хочет выбрать себя, кого он не хочет выбирать себя. Поэтому мы всех приглашаем, всех важных людей, серьезных людей, заинтересованных людей. Там уже посмотрим, как что дальше пойдет. Но есть еще такой момент, да, мы вот сейчас выходим в большое плавание в прокат по всей России. И если мы найдем возможности поддержать, ну вот это плавание, да, он будет идти месяц целый. Мы можем уйти поплавать, ну, в тишине такой, ну, это может быть более мелкое плавание. Даже если это вот 109 кинотеатров, пусть это будет 120 потихонечку, да. Если это не поддерживать рекламой, если это не поддерживать, ну, вот, работой постоянной в течение этого месяца, это может пройти, ну, вот, в тишину чутка, а может пройти более грамотно, более громче, и от этого тоже зависит успех всего того, о чем мы говорим. Поэтому мы в любом случае ищем и возможности поддержки. Да. А ваше дальнейшее творчество будет специализироваться на Татарстане и его культуре или будете экспериментировать? Спасибо. С уверенностью, вот уверенность, это опасное слово, да, конечно, уверенность. Могу сейчас сказать, что планов у меня уезжать отсюда никаких нет. Я в этом году, особенно там в этом году, наверное, отчетливо понял, насколько мне комфортно в Татарстане, мне здесь хорошо. И вот этот проект, который вот сейчас, дай бог, родится, случается, и вот он выходит в прокат, для меня лично доказательство, огромное доказательство того, что я могу не уезжать. И это такое расслабление какое-то, это такое удовольствие, что я могу творить в том месте, где я родился, и могу здесь пригодиться, да. И вот
я не хочу уезжать там в чужие города, в большие города. Там один из моих учителей называет эти большие города черными дырами, которые тебя засасывают, которые тебя используют. А Казань еще он сохраняет вот этот некий баланс, где ты можешь вести какую-то созидательную работу, при этом быть верным себе, ну, своим каким-то принципам, служить народу, который здесь живет, да, быть полезным людям, которые здесь живут. С этой точки зрения я не вижу никаких смыслов отсюда уезжать, и я хочу здесь творить, но при этом, конечно же, мне как творческому человеку и как продюсеру очень важно понимание, что я могу развиваться здесь вот по этой траектории, которую я сейчас задал. То есть, например, мне важно понимание того, что следующий фильм, ну, он не должен быть слабее этого, он не должен быть мягче этого, он должен быть круче этого. Ну, то есть для меня вот, ну, вот у меня в голове вот у меня выстраивается такая схема работы. Следующий проект, он должен быть явно круче. Только так. Ну, то есть на меньше я не согласен. Вот у меня вот такая какая-то по-балтасински работает как-то голова. Я не знаю, правильно это, неправильно. Поэтому я буду стараться находить здесь эти возможности. Если не получится, я буду хитрить и буду находить возможности. Но все-таки, наверное, творчество связано, да, с Казанью, в первую очередь, с лучшим городом на Земле и с лучшими людьми на Земле, которые живут в Казани, в Татарстане. Илшат, син уже бу проекттан арынып, яңа проектны башларга әзерме? Һәм синең күз алдында ниндидер проектлар торамы инде? Һәм син яңа проектларга менә шулай ирекле булып акчасыз тотынырга тагын алыныр идеңме? Алла сакласын, Алла сакласын, Алла сакласын. Тәүбә, тәүбә. Юк, миңа әз генә ял итәргә кирәк. Вот миңа җитәр, наверное, бер 4 көн. Мин әле теге сулыш алган юк. Теге не могу вдохнуть. Вот 3 года я не могу вот так вот вдохнуть, до сих пор плаваю. Не могу расслабиться. Я не знаю, что со мной случится. Теге нәрсә булыр минем белән, мин җибегәч. Вот прокатка чыгып китә, үтә, и мин шундый бетте. Мин даже куркам оннан, әз генә дөресен әйткәндә, вот бушлык. Бер шундый чор үтте дә, бер проект үтеп китте. Мин әле куркам, на самом деле. Нәрсә, нинди хис ул? Теге мондай йөгерүдән туктап, мин ял итә беләм микән хәзер? Могу ли я вообще отдыхать, умею ли уже отдыхать? Но бик каты менә бәлки теге Башкортстан якларына барып, теге еракка китмичә, үзебезнең якларда ял итеп, палаткада йоклап, ну чисто шундый егетләрчә су коенып, менә шундый авылга кайтып, печән чабып, чубутап, мин шундый хәзер теге картайдым, бугай мин. Шундыйрак якка барып, менә ял итеп кайтсам, аннары аңлармын мин нинди проект хәзер, но дөресен әйткәндә, безнең икенче проектның сценарийсы уже язылып бетә. Бу секрет әлегә, конечно, но безнең бер бик көчле проект әзерлибез. Аның сценарийсы әзерләнеп бетә, без хәзер июнь ахырында буласы мәдәният министрлыгының конкурсына әзерләнәбез. Мәдәният министрлыгының конкурсы февральдә булырга тиеш. Февральдән күчте мартка, марттан апрельгә, апрельдән майга, ялар чыннан да безне көтеп торалар, безнең прокатка чыгып, яңа нигә әзер булган сыман шикелле. Ул теге параллельно бара, мин анда язылмыйм, без теге бер декабрь вакытында яздык бик әйбәт синопсис, и синопсисны инде Илназ Гараев исемле дустым белән, менә Микулайнда бергә без белән булышып эшләгән идек, бирдек сценарий яздырга. Илшат, бу мистика, бу махсус түгел, ну, конкурсна. Сез сөйләшәсез. Рәхмәт. Конкурсна теге даталарны ие. Бу мистика чынлап дигәндә, махсус без шулай түгел. Мин думал, ниләр министрлар сөйләшә, үз арасында иде, көтеп торыгыз әле Илшатны. Ну, шулай килеп чыга инде. Сез өлгәрәсезләр. Сорап алыйм. Илшат, бу оригиналь сюжетме, әллә ниндидер бер әсәр буенча, һәм аның татар дөньясына нинди булса бер катнаш? Чип-чисто оригиналь сюжет, үбер яңадан уйланып табылган, но
қысқаша ғана теге сыр етіп айтып кетем, ол бик динамичный сюжет. Ну, айтик, міне біз өзімізге мақсат қоябыз блокбастер тематикасын қоярға, то есть енді бұл теге жанрлардан алсақ, бұл теге драма да түгіл, психологический түгіл, чипчиста блокбастер, еш малай турында, Иннополис университетін бітіруші еш малайның бик қызықлы һәм бик ауыр хәлләргә эләгүе турында. Татар дөньясына катнаш Иннополис Бұл қағылышлы, бұл Қазанда була тұрған хәл. Чиста Қазанда Татарстан ішінде була тұрған хәл. Татар дөньясына қағылышы менә шул мәлдә. Һәм анда татар персонажлары әлбәттә бар. Біздің уақытымыз, Рафикка роль буламы? Сөйләшербез. наше время подходит к концу. Яш кеше турында дейді бит инде. Әйе, булыр әле аның әтисеме, бабасымы шунда. Бүгінгі қойбыз, матбуғат конференциясын. Біздің уақытымыз төгілленіп келе. Яхшы. Все, спасибо. Пресс-конференцию заканчиваем. Спасибо Да, большое. спасибо. Спасибо всем, что пришли. Всех ждем на 22-го. Всех приглашаем обязательно. Кімнер Тели, все, кто хочет, пригласительные от нас на 22-е. Закрытый показ мероприятия. Там будет и своя программа, и фуршет. Вкусно, красиво. И фильм, и обсуждение с модератором. Все как положено, потому что потом в дальнейшем в Казани, то есть такой формат уже, наверное, не предполагается, пока предполагается в других городах. Рахмат. Да, Зур Рахмат, что пришли, что поддерживаете нас.